У ходе специальной операции МАК правоохранники знищили больше за 20 тонн посевов наркоутримливающих рослин. Мака и конопли, причем другая доминирующая. В отношении 71 жителя Брестской области за незаконный посев наркосодержащих растений было составлено административные материалы. Также особое внимание было уделено своевременному выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Узбуджено 148 криминальных справ и конфисковано больше за 20 наркотичных сродков. Наркоутримливающие рослины выращивали на присядибных участках, у лясных массивах, некоторые у квартиры ці господарчай пабудове. Шмат тых, хто прывозіць іх за мяжы, часам зусім выпадкова. Такі свежий приклад отбылся недавно в Брестской области. В автомобиле гражданина Российской Федерации, который следовал с семьей в Республику Беларусь, было обнаружено 2 пакета, в которых находились головки мака с соломой непосредственно. Как пояснил мужчина, данные растения они сорвали на территории Польши для цветочной композиции. Дадзены трофей одразу был отправлены на экспертизу. Согласно заключению эксперта, растения рода мак не содержат в своем составе наркотических веществ, психотропных веществ, однако маковая солома является наркотическим средством. За 8 месяцев бягучага года ў Дзяржаўным камітэце судовых экспертыз Брестской области проведено больше за 850 экспертыз наркотычных сродкаў і психотропных рэчываў. З іх большую частку складаюць даследаванні наркотыкаў расліннага паходжання, іх больше за 600. Супрацоўнікі праваахоўных органаў нагадваюць, за вырошчванне ці выраб наркотычных сродкаў без мэты збыту наступае адміністрацыйная адказнасць, калі з мэтай атрымання даходаў наогул крымінальная. Ганна Буйкевич, Уладзіслаў Жыбуль, тэлерадыёкампанія Брест.